Кылгастык тудum, бары. Havada okudun kılgastık tutun, bana kılgastık. Havada okudun kılgastık tutun. Hele kaptırın evet. Naşı ve yutlar. Dokun beni yer hakkı hizmetler dokacak. Передали, это средняя группа, собаки в возрасте от 1,5 до 3 лет. То есть практически сформированные собаки. Что хочу сказать, эта собака, конечно, она выглядит легковато, даже для средней группы. Хотелось бы увидеть более сформированную лошадь. Плюс ко всему, у нее легковата спина. И самое, что она абсолютно не смотрится в ринге по причине своей сиротливости. Она ни разу не закрутила хвост даже во время бега с хозяином. И ходила по рингу, у нее хвост всегда поджат. То есть тут это имеет место плохая социализация. Не знаю, то ли это врожденная особенность, то ли хозяин плохо постарался. А так в целом, собака, да, если по голове говорить, то голова у нее для суки все-таки сыровата. Мы видим в уголке рта, у нее чуть-чуть отвисшие брови. Эта собака больше похожа на западно-сибирскую лайку в целом. Но плюс ко всему, она представлена в полной развилке. Поэтому что-то сказать о ее шерстном покрове сейчас я просто не могу. А додумывать права не имею. Но в целом, она очень неплохо двигалась, хорошо социализирована. Вот. Лайка и лайка. Насколько она породный представитель, как якутская охотничья, время покажет. Когда денется, представить, может она по-другому будет выглядеть. Да, отменяла она. Спасибо. Вот эта собака уже более взрослая, именно правильно анатомически сложена, хорошего формата, у нее неплохая голова. Конечно, хотелось бы более чуть изящный щипец, изящный не тонкий, а просто у нее излишне глубокий. Вот. И хотелось бы вот именно вот это сучьего изящества не добавить. Излишний для суки опять же выражен переход от лба к морде. Добавок излишне развитые вот эти вот надбровные дуги, они только этот эффект усугубляют. Плюс ко всему, обратите внимание, непатичнее развит подшерсток. Есть осевой волос, есть вот этот покровный волос, но при этом он прилегающего типа. И то, что вот я показывал на предыдущих собаках, эффект равномерно пышно одетой собаки вот здесь отсутствует. Ну, у нее линка же. Ну, понятно, но я говорю, что я вижу. Поэтому, а так в целом очень неплохой экземпляр. Лучше, конечно, дождаться более презентабельной формы и оценить ее уже именно в зимнем наряде. Возможно, эта собака будет смотреться по-другому. А пока только так. Спасибо. Следующий экземпляр. На суке, конечно, хотелось бы, чтобы она была чуть-чуть повыше и чуть подлиннее. При этом она довольно гармонично сложена, вот, ну и одета получше, чем предыдущая собака. Хотя тоже не идеально. Хотел бы видеть более развитый шерстный покров. Собака неплохо двигалась. Вот, хотелось бы видеть более короткие уши, лучший пигмент. Ну и основное, конечно, якутская охотничья лайка, она должна быть как-то поутробистее немножко, чем вот это. Это несколько облегченное. Ну, спасибо. Вот собака рослая, длинная, но излишне расходная. Но при этом она не утратила способность хорошо двигаться. Двигалась она хорошо. Понятно, что здесь уже чисто вина хозяина, но не собаки. Если бы он ее привел в нормальную форму, она бы выглядела более презентабельно. Плюс ко всему, я хочу отметить, что здесь вот явно недостаток покровного волоса, то, что я говорю. Здесь хорошо развит подшерсток, вот, достаточно неплохо. Осевой волос, но покровного волоса я практически не вижу. То есть, что вот здесь шерсть, что здесь шерсть, она только чуть-чуть больше блестит, а размером вот прям четко, как третий ярус, она не выглядит. Ну и плюс ко всему, она за все это время, что ходила в ринге, она ни разу не подняла уши. Ну, говорит все-таки, что темперамент этой собачки хотелось бы добавить. Все, спасибо. Хочу сказать, что вот эта собака, она очень корректного роста, анатомически неплохо сложена, но есть вопросы по шерсти, и все-таки вот эта голова для суки, она излишне грубовата. То есть у нее излишне мощный щипец, вот.
мозговая часть такая широковатая. И на этой фоне, на фоне общего развития собаки, она смотрится несколько увеличена. Вот. Ну, возможно, из-за того, что, конечно, у нее не совсем хорошо развит шерстный покров. Опять же, мы видим, ну, пусть она в разлинке, но даже по остаточной этой шерсти мы видим, что этой псовидной для северной собаки явно не достает. Она должна быть все-таки попышнее. При этом ну, здесь ему не хватает. Я не могу шерсти. Ну, краб есть, да. Краб есть, ну, такой, не очень густой. Конечно, это надо изживать. Краб на северных собаках это явление чужеродное, вы должны это понимать. Потому что у северных собак, у самих по себе, вот этого явления не было. Это только с приходом, опять же, каких-то других пород собак, это было подмешано, генетически это все закрепилось где-то, и ну, до сих пор мы это видим. Так что с этим, конечно, нужно бороться тоже. Спасибо. Следующую собаку. Эта собака довольно гармоничная, неплохо одета среди всех остальных. Вот. Но при этом, почему она оказалась здесь? Она очень сильно напоминает западно-сибирскую Польшу. Все-таки вот этот породный тип, он не совсем хорошо выражен. Для якутской охотничьей собаки, даже на фоне тех собак, что были представлены, эта собака, конечно, больше в типе западно-сибирской пород. Хотя в целом очень неплохо смотрелась линька, двигалась. Ну, лайка, да. Ну, насколько, опять же, якутская охотничья, большой вопрос. Спасибо. Очень гармоничная сука, хорошего формата, корректного роста, на правильных ногах, двигалась хорошо, там практически с первого раза подбежала. Вот. При этом у нее крепкая линия верха. Собака хорошо социализирована, то есть вот, контактирует с человеком. Вот смотрите, у нее не только закрученный хвост. Для ваших собак это очень важный признак, потому что ваши собаки хвост используют как терморегулятор, то, что я вот там говорил. Вот это очень важно обращать на это внимание. При этом, да, у нее там есть небольшая горбинка на морде, от чего хотелось бы избавиться, но при этом у нее голова вполне породная. Она достаточно широка в скулах, мозговая часть у нее достаточно ширины. И вот у нее щитец как раз случай. Он не излишне грубый, не толстый, никакой. Вот она, видно, у этой собаки, и что по голове, что по общей сложке, очень хорошо выраженный половой тип. Видно, что это сука. Спасибо. Есть вопросы, задавайте. Magelis. Betul dah. Bu asal lah rebel yang terlalu. Ну, с таким ростом я не могу сказать, что это лайка. Потому что лайка такого роста быть не может. Ну, это уже никуда не годится. Мы его замерили, не знаю, сантиметра 80, по-моему. 78. Ну да, под 80. Лайка Вот в лучшем варианте. Нет, это не лучший вариант. Я вам скажу сразу, вот вы только вверх залезли, да? Вот уже движение разлаживается. Вот он не на своих ногах. Вот он долгоногий, но ходить он ими правильно не умеет. У него уже искакательные суставы болтаются, уже все. Он ну, не может двигаться, хотя он в хорошей форме. Обратите внимание, он не жирный, ничего. Да? Вот. Хочу отметить достоинство, вот шерстный покров. Да? При этом, конечно, хотелось бы больше видеть вот развитие покровного волоса, его чуть-чуть не достает, но он есть. У него хорошо развит подшерсток, у него остевой волос, у него муфта, у него все это есть, у него есть гачи. Излишний скошен круг. Вот он поэтому еще и ну вообще при таком росте сохранить баланс правильный собаке очень тяжело. Потому что не лезьте вверх. Вот только как вы туда полезли вверх, все, движений вы хороших не поймаете. Это 100%. Хотя вот он видно, что он не сидит, он не засиженный кабин. Но двигается, он в силу вот своих, это анатомического строения, он лучше и не будет. А так, да, был бы он поменьше,
Ну, вполне себе собака, да. Голова неплохая у него там по форме. Но вот уши чуть сыроваты, конечно. Они там у него болтыхаются, когда он бегает. Да, они тяжеловаты для него. Не, а в чем минус роста-то? Волк-то тоже метр. Он же лося догоняет, он может неделю гонять. Покажите мне волка метром роста. А что нету 180 килограмм вот недавно? волка? Нету таких волков. 105 килограмм люди очевидцы. Я вам просто говорю, у меня... Вы мало видели, мало живете. Да при чем здесь А мы я? тут тысячи лет У, живем. у меня есть человек, который меряет по всему миру. Эксперт международной категории по трофеям. Показать вам WhatsApp? Нет, мне не надо 180 показывать килограмм. WhatsApp. Я вам еще раз говорю. Есть статья, пусть будет полярный. Полярный, кстати, не самый крупный волк, я вам скажу. Согласен, может быть где-то в Африке есть волк. Не в Африке, не в Африке. В Канаде самый крупный. Хорошо. По черепам, я вам скажу, я видел. Ну давайте. В России видели, что, ну, допустим, там волкодавы, чтобы наши лайки, да, или ваши лайки, русские, волка 2 собаки задавили. Есть такое? А зачем наши это давят. нужно? А зачем это вам Потому нужно? что наши оленей охраняют, лошадей охраняют. Так вам овчарок надо держать. Не надо нам овчарки, нам своя собака. Вот хорошо. наша. Ну, разведите, я вам высказываю свое мнение. Мы эксперимент делаем. Ну, делайте эксперимент. Делайте Годовалого эксперимент. медведя один загоняет на дерево. Загоняйте. Ну что, правильно? Давайте возьмем вот таких такс, будем разводить. Не надо так, это избыточный рост для собаки. Покажите мне такую собаку с хорошими движениями, я посмотрю. Следующая собака, более корректного роста, основные претензии это все-таки то, что у собаки строение головы оставляет желать лучшего. Излишне выраженный переход, сильно развитые надбровные дуги. Я хотел бы видеть лучше развитый сагитальный гребень и чтобы у него не было крапа. А так собака в принципе сложена анатомически неплохо. Показала, так, с движениями что-то там было. Где что-то мы фиксировали. По-моему, во время движения чуть сдержаны скакательные суставы. А так в целом, ну что, ну чуть-чуть долговыхонькая, да. В голове претензии, светловатый глаз, краб на морде. Ну, краб, вот от этого надо уходить. Очень много собак с крабом, даже таких. Все, спасибо. Следующая собака. Не совсем породная псовина, должен сказать. Вот если вот этот крупный коней, который был, он весь такой равномерно опушенный, то эта собака, вот у нее даже, как видите, он вот здесь вот и покровный этот волос, но он такой лежачий больше, и он распространяется сюда. Вот здесь он излишне удлинен, я должен сказать. При этом тут явно не достает подшерстка, вот по такую длину покровного волоса. Плюс ко всему, обратите внимание, что у него краб по всему корпусу, что касается конечностей, здесь по корпусу и на морде это есть. При этом форма головы у него неплохая, но голова чуть крупновата для этой собаки. Добавок ко всему, хотелось бы видеть уши с меньшим наклоном вперед, чем у этой собаки. Они излишне наклонены. Это тоже не есть хорошо. В целом, вот по совокупности этих недостатков, эту собаку они заметно простят. Поэтому сказать, что она обладательница такой яркой внешности, запоминающейся, я не могу. Ну, в целом, рабочая собака, не более того. Спасибо. Тоже достаточно крупный кобель, физически хорошо развитый, анатомически сложен неплохо. Хочу отметить также, видите, краб у него, светловатые глаза, и есть претензии к строению формы головы. Излишне заметный переход, развитые надбровные дуги, вот. И не совсем характерный для вашего региона собак вот такой прям яркий, насыщенный окрас рыжий. Вот. Ну, они обычно, если рыжие, то заметно погашенные такие, не такие яркие, как эти. У него это все-таки вот рыжие, это пятна, они достаточно яркие. Хотелось бы видеть более погашенный окрас. Спасибо. Следующий кабель. С излишне грубоватой головой все-таки, как бы то ни было. Вот, у него излишне развита мозговая часть, чуть сыроватые уши. Хотелось бы суше линию рта
темнее глаза, избавиться от крапа, ну и чуть-чуть поувереннее держаться в ринге. А так, в принципе, ну, вот видите, у него практически незаметен даже этот переход. Он сразу щипец переходит в скулу. Очень широко. Ну, спасибо. Это добавляет ей грубости. Ну, вот этот кабель, конечно, на фоне других кабелей он потерялся. Он излишне миниатюрный. Но при этом голова у него все-таки грубовата. Даже вот для его вот этот размер, вот посмотрите, она такая, у него расширенная мозговая часть. Вот здесь вот тоже вот есть такая ложбинка. При этом у него очень неплохой костяк, он обладает неплохими движениями, хорошо продуктивно движется. Но хотелось бы иметь более изящную голову, более крупный рост. А все остальное у него есть. Спасибо. Следующая собака. Ну, на фоне вот, которые были кобели более богато одеты, этому кобелю хотелось бы одежды добавить, потому что муфты здесь явно недостаточно. Вот, заметно простят его уши. Опять же, обратите внимание, они, ну, то, что низко сидят, это одно, но они еще излишне наклонены вперед, что тоже это, ну, не добавляет ему красивости, скажем так. При этом, да, он анатомически неплохо сложен, хорошо движется, обладает крепкой линией верха. Вот. Ну и что касается пигментов, хотелось бы видеть более темную мочку носа. Спасибо. Серый кобель. Очень неплохой кобель, но проигрывает только тем, что всю дорогу ходил с опущенным хвостом. Ни разу не поднял. Вот он ходит просто и держит хвост, и не абы как, а по-волчьи. У него полено висит постоянно, и все. Он даже не пытается его поднять выше линии стены. И вот он что бегает, что ходит, да, вот он побежал чуть-чуть, приподнял его и все. При этом, конечно, на фоне всех других собак, у него очень неплохая голова, достаточно породная. У него именно лающие глаза, вот, раскосы. Все это присутствует. Уши хорошего постава. Ну, может, для якутской охотничьей лайки хотелось бы видеть их чуть-чуть меньшего размера. Но при этом он довольно симпатичный экземпляр. Хороший костяк у него и обладает хорошими движениями. Но вот чего ему не хватает, это темперамента, который видим и вот в такой манере носить хвост. Спасибо. Следующий кобель. С очень хорошим корпусом, правда, чуть-чуть излишне раскормлен уже сейчас. Хотелось бы его видеть по суше. Но при этом он все-таки абсолютно на своих ногах, сбалансированные движения, все у него есть. Есть претензии к тому, что у него излишне укорочена лицевая часть. Все-таки морда у него излишне коротковата. Поэтому это даже смотрится немного непропорционально. Из-за этого у него и глаза излишне большие, потому что я так думаю, что вот именно орбиты, в которых они сидят, они немного увеличенного размера. Хотелось бы просто более миндалевидную форму увидеть, и чтобы они не так сильно выпирали, что в принципе для лаек не свойственно. А так в целом очень неплохой кобель, темпераментный, обладает хорошими движениями. Заслуженно занял свое место в ринге. Спасибо. Следующий кобель. Вот как раз то, что я не устаю повторять. Вот здесь у этого кобеля очень хорошо развита трехъярусная структура меха. Вот есть и покровный волос, есть и подшерсток, и есть остево. Вот этот кобель одет практически безукоризненно. Обратите внимание на физическое развитие этой собаки, какой костяк у него, длина корпуса, выраженные рычаги, все у него нормально, и движение. Единственное, что хотелось бы отметить, не совсем корректная форма морды. Я имею в виду именно линия вверх, она с горбинкой. Хотелось бы видеть его более ровным. Это не совсем свойственно вашим собакам. Спасибо. Следующий кобель. Ну, более эффектно смотрится, тоже прекрасно одет. Вот, но я все равно не устаю повторять, вот эта собака, это выше 70 сантиметров.
Но это многовато. Я вот хотел бы посмотреть вот этих собак, как они работают по медведю, насколько им хватает вот этой ловкости, оперативности, и сравнить ее с другими собаками. Я достаточно много сужу, и иногда вижу, когда приводят восточников, которые вот именно ведут селекцию на увеличение роста. И я вижу, что вот этой оперативности в движении этим собакам явно не достает. Явно не достает. Они все равно, требовать от такой крупной собаки вот этой резкости, которая обладает собака средних размеров, я думаю, это глупо, потому что вот эта собака, она изначально уже не запрограммирована на то, чтобы проявить вот такую резкость, скорость и прочее. Среди вас очень много спортсменов знает, что такое средний вес и что такое тяжи, правильно? Все это все прекрасно понимают. Поэтому, не знаю, есть любители, конечно, крупных собак, я ничего не говорю. Каждому, кому арбуз, кому свинью, это свиной хрящик. Я высказываю свое мнение, исходя из представлений общего экстерьера собак. Поэтому вот я на это обращаю внимание. А так кобель, конечно, очень эффектный, опять повторюсь, очень хорошо одет, с неплохой головой. Хотелось бы, чуть-чуть видеть более энергичного для лайки. Тем более это только средняя группа, это даже не старшая. Хотелось бы его добавить темперамент. А так очень неплохой экземпляр, заслуженно ходил в голове ринга. Спасибо. Следующий кобель. Я не считаю, что это мелкий кобель. Вот он очень корректного роста, он на своих ногах. Он, кстати, тоже показал очень хорошее движение. И оказался, наверное, бы впереди, если бы не одно но. У него депигментированная мочка носа. Видите, левое крылышко мочки носа, оно просто лишено пигмента. Если это взять, допустим, понятно, что у вас порода только устанавливается, и так серьезно к этому подходить нельзя, тем более учитывая ограниченность племенного материала. Только повлияло на место в ринге. А так, в целом, кобель довольно правильный и хорошие движения, правда, кусучий. Укусил, но при этом, не лишен привлекательности, скажу. Кобель очень неплохой. Спасибо. Следующий кобель. Рослый, с хорошим костяком, но не достает псовизу, уже видите, на фоне тех, которые были хорошо одеты собаки, эта собака одета бедновато. Ей явно не достает шерстного покрова. Хотелось бы видеть и более плотный подшерсток, и осевой волос, и тем более покровный волос. У него, посмотрите, даже просто как опушен хвост. Он недостаточно опушен. Назвать его валиком нет. Это псовина прилегающего типа. Но почему он оказался даже впереди этого кобеля? Во-первых, хороший пигмент и движение у него. Вот он крупный кобель, но двигается он очень хорошо. Должен отметить. Он с первого раза практически прошел, и все, он сразу встал на место. Все удалось рассмотреть. Спасибо. Следующий кобель. Довольно эффектная собака, но есть вопрос к шерстному покрову. Посмотрите, он одет везде одинаково. То, что я говорю. Что здесь у него нет этого покровного волоса. Да, у него плотный подшерсток, немного прилегающего типа осевой волос, и он такой гладенький, кажется, он неравномерно пышно одетый. Ему бы, если добавить, он бы в эффектности добавил. Плюс ко всему, у него чуть сыровата линия рта, и хотелось бы видеть меньшего размера уши. А так, очень неплохой кобель с хорошими движениями. Кстати, видите, демонстрирует немного сближенные скакательные суставы. Чего движения видно не было. А так, в целом, довольно неплохой экземпляр. Спасибо. Вот этот кобель, очень эффектный кобель, хорошего здорового такого окраса, на правильных ногах, хорошего формата, все. Пропорциональная голова, небольшого размера, правильной формы уши, хорошие движения, но в сравнении с другими собаками выглядит более сформированным и старшим. Гораздо старше. То есть и седина морды какая-то у него там появилась. То есть он даже визуально не выглядит, что эта собака молодая. А так в целом очень неплохой экземпляр.
с хорошим костяком, опять же. Посмотрите, какая лапа у него. Очень качественные движения. И Савина хорошая. Поэтому достойный экземпляр. Вот он и поблагодарил. Спасибо. Следующий копейк. Очень неплохой экземпляр, но на фоне других, вот у этого кобеля очень породная голова. Хорошие пропорции, уши хорошие, все. Да, хотелось бы видеть более развитую муфту. Я думаю, это все-таки то, что кобель в стадии разминки. У него чуть подвернутые локти в движении. Вот, хотелось бы ему больше физической формы добавить, то есть вот прокачать ему мускулатуру. А так кобель очень неплохой. И эффектно смотрится. Несмотря на это, он также социализирован неплохо, крепкую линию верха имеет. Ну, в принципе, достаточно красивый кобель, заслуживающий внимания. Спасибо. Следующий кобель. Ну, взрослый кобель, да, чуть-чуть в излишнем теле. Опять же, хотелось бы его немножко подсушить. Ну, сезон закончился, я думаю, на домашние пирожки сел, чуть-чуть сало накусал. Но при этом очень хорошо двигается, с достаточно приличной головой, должен сказать, пропорционально. Чуть портит впечатление сыроватая линия рта, вот эти вот брыли в уголках рта. Хотелось бы видеть ее по суше. И чуть меньше размера муха. Ну и под такой окрас видеть более темные глаза. А так, по всем остальном, очень неплохой кобель. Обратите внимание, как закручен не туго хвост. Этот кобель также может его свободно распустить и использовать уже в качестве терморегулирующего органа. То есть он имеет возможность это сделать. Есть собаки, которые вот они бублики подняли, бублики опустили. Все, он у них просто не раскручивается. Этот кобель в состоянии это сделать. Спасибо. Вот, очень неплохой кобель, тоже с пропорциональной головой. Вот, весьма породный. Излишне может выражен у него только переход. При этом у него очень хороший щипец. И чуть портит впечатление крапного. Ну, в сравнении с тем кобелем, да, вот он этим проигрывает. А так, очень правильный у него корпус, хорошо построены конечности, правильные движения, хорошо социализирован. Очень приличная собака, заслуживает внимания как производитель. Поэтому вот, обратите. И посмотрите, вот эта собака, она достаточного роста, я не думаю, вот если пустить вот эту собаку, как она бегает, и пустить вот того высокого кобеля, вы увидите разницу. Просто этот на своих ногах, а тот на чужих ногах. Он так двигаться не может. Спасибо. Следующий кобель. Ну и вот наш первый экземпляр. Я прям не скажу, что он много лучше, чем тот. Он, допустим, вот линия верха у того кобеля лучше, да? У этого не так выражена холка, все-таки он немножко там стадики, когда чуть высокозадый, немножко подставлены у него конечности, всего чуть-чуть. Если он проигрывает, то вот конкретно какими-то мелочами. Но при этом, да, довольно эффектный кобель. Вот видите, лапа у него тут узковатая, чего в ринге не было видно. А тут он встал, вот левая, она почему-то даже у него более распущена, чем правая. Вполне возможно, что может недостаточно тонуса. Если эту собаку погонять, я думаю, может эти пальцы и соберутся. Плюс ко всему, также у него вот чуть сыровата линия рта. Вот эти вот брыльки, они избыточны. Ну и хотелось бы видеть чуть-чуть меньше размера уши. А так, очень неплохой экземпляр, также заслуживает внимания как производитель, с чем мы поздравляем его. Спасибо. Есть вопросы, задавайте.